Видеокассета была, старая вот, итальянская опера «Травиата». Там, по-моему, Карузо, что ли, пел. Но на итальянском языке, да. Я эту оперу слушала у нас в театре. Кстати, это вот одна вот из моих любимых партий, исполненных Марией Евсеевной. И вот я помню, наревелась, наплакалась, потому что она вот взяла клавир, мы включили видеокассету, смотрим, и она вот прям по клавиру каждую арию, каждое слово, вот слово в слово все переводит. Прям очень так тронуло меня. Потом как-то по прошествии там нескольких лет говорю: Мария Евсеевна, давайте послушаем, посмотрим видеокассету эту. В своей творческой деятельности спела 30 оперных партий, и почти все они главные партии, первые партии. Мне посчастливилось петь Чайковского, Петра Чайковского, Евгений Онегин, «Пиковой даме», там Лизу, Татьяну. И, конечно, зарубежная классика. Чочо Сан я спела, Фаусте тоже, Яланту, Чайковского, Трубадуре пела. Все мои партии, все это мои дети. Это выстраданные партии. Столько работы было. А самое первое, конечно, было очень волнительно, когда после консерватории приехала, и пришлось мне спеть Перголеди «Служанка госпожа». Вот «Служанка госпожи» там всего 2 действующих лица. Анатолием Соколовским пела и Матвеем Лобановым. В 1971 году мы поехали в Магадане, первые мои гастроли, и мы выступали по телевизору, показывали вот это, снимали, даже они мне подарили копию. Боялась, самое главное, что я забуду слова, текст. А так все нормально было, поддержка старших. Они уже пели, они были опытные певцы, так что у меня была поддержка хороших коллег. В середине прошлого века оперные спектакли на сцене Якутского театра ставили очень редко из-за нехватки солистов. И даже на эти постановки приглашали петь артистов из других театров. Поэтому пополнение труппы Якутского музыкально-драматического театра сразу 3 выпускниками столичных консерваторий в конце 60-х стало поистине радостным событием. В 1969 году закончила, приехала сюда, и музыкально-драматический театр был тогда. А потом стал музыкальным театром, потом театром оперы и балета. Вот. И работаю с 1969 года. Давным-давно там у нас музыкально-драматический театр, очень многие пели. Тогда и Шепелева, и Лыткина, и Анастасия Петровна тогда еще работала, когда я приехала. Конечно, Надежда Семеновна уже закончила работать. В тот год приехали 3 выпускника, 2 из Московской консерватории. Оксана Ильина тогда закончила как раз, и Александр Самсонов. Втроем приехали, как раз в 1969 году поступили в музыкальный театр работать. Все говорят, вот, ну, мама же у тебя такая знаменитая, там, ну, вот друзья, вот, допустим, говорят. Я говорю, ну, я не знаю, для меня, вон, друзья мамины пришли, там, тетя Марина, это вот Марина Попова, да, и Марина, там, та же Онегина Ильина, народная артистка с тетей Онегина, там, дядя Саша, там. Ну, вот всех вот так вот называл, поэтому для меня они как бы все свои. Та же тетя у меня, Лира Белолюбская, первый диктор на телевидении. Она для меня тетя Лира, вот я для нее любимый племянник Аял. Вот она вот, постоянно мы с ней встречаемся. Все считают необычной, но для меня мама моя, мама и есть, наверное. Если о маме говорить, она очень такая добрая, совестливая, людям помогать любит. Я ее так ощущаю. Для меня мама есть мама. Мария Евсеевна Николаева выросла в якутской глубинке. Ребенком она и представить себе не могла, что когда-то будет петь на большой сцене оперу на итальянском, немецком, русском. Самый нужный, самый заботливый, самый любящий человек, вот моя мама была. Анна Ивановна Романова, ее фамилия. Потом она стала Николаева. Я помню, дедушка жил где-то почти до 100 лет. Мы, можно сказать, долгожители по материнской линии. Мама до 90 лет жила. Мама родила 10 раз, но мы выжили 6. Началась война в 1941 году, мне было 5 лет.
И я очень хорошо помню, когда всадники собрались, когда поехали наши на войну. И первый раз я удивилась, почему Сахалар обычно они же не плачут, когда при людях-то. А там люди плакали, взрослые. Я все, мама спрашивала, мама, почему плачут, почему люди должны радоваться, а так много народа, как на празднике, и кто-то плачет там. Оказывается, началась война, и наше детство, конечно, было тяжелое, но, как всегда, дети это не чувствуют, только вот голод, конечно, чувствуешь. А родителям это очень было тяжело. Мама родилась в семье, можно сказать, не бедной семье. У них были лошади и скот, жили они хорошо. Мама рассказывала, когда отец приехал свататься, она отказалась, она не хотела за него выйти замуж, ей было, ну, она молодая была, 18, наверное, еще не было. А отец мой был сиротой, совсем маленьким его отдали на воспитание, называлось тогда, но не воспитание, но каким-то родственникам богатым, как батрак он работал. Как раз он был председателем колхоза 40-й и 41-й год, когда вот это началась война. И потом, после этого, работал в интернате, там дети солдат, они сироты, некоторые там уже родители умерли, там, и они жили в интернате, там интернат был такой, из дальних приезжали участков. Покормить же надо детей, где-то надо что-то доставать, и охотились там. В общем, было время такое тяжелое, это рассказывать слов не хватает. Ага. И когда они поженились, выделили им там и скот, и лошади, и построили дом. Я помню этот дом, где я родилась, на озере. Прямо такая у нас красивое было озеро. Тойоку называется, даже не Тойоку, а Дерге называется. Дерге – это очень красивое название, значит светлое, значит такое цветущее такое место. Это Верхнеуральский район, называется Наслек Арготский. Нас было маленьких трое. Брат уехал воевать, когда ему исполнилось 18 лет, в 1943 году его забрали. Старшая сестра училась на медсестру в Одессе, Яфаш был такой в Якутске, вот она там училась тогда, а мы маленькие, одна девочка там была у родственников, на воспитание называлась, они взяли, у них детей не было маленьких. Вот. А я была самая старшая, брат на 1,5 года младше, и еще самая младшая девочка на 3 года младше. А я самая старшая, как старшая, там все следила за своими братом и сестрой. А отец и мать, они работали в колхозе, они были стахановцами, у них там, в общем, награды там были, никто не сидел, детей маленьких они оставляли дома, а мы сами себе были хозяевами. Но 8 лет я уже ходила в лес за дровами, там маме, отцу на работу. Готовила обед. Ага. Вот такая хозяйка была. Угу. А потом, когда закончила 7 классов, у нас же тогда 7-летка была после войны. После 7-летки я поехала учиться в педагогическое училище в Вилюйск. 1,5 года училась, потом заболела и поехала домой. Надо что-то, какую-то специальность получить, а не сидеть там, что-то делать, своим родителям помогать надо. И вот сказали, что артисты приехали забирать детей, талантливых, кто поет там. И мне пришлось 70 километров пешком до Верхневилюйска добраться. Там со своими друзьями пошли пешком, ничего, так быстренько доехали, дошли, вернее, и прослушалась.
И меня забрали, сказали, мы даем рекомендации. Была Надежда Семеновна Шепелева, тогда знаменитая певица, заслуженная артистка там России. И 4 года проучилась, правда, на вокальный факультет поступила, потом через год сказали, у меня нет голоса, лучше перейдите на дирижерско-хоровое. И закончила дирижерско-хоровое отделение. Потом в Нюрнбергском доме культуры работала хормейстером 3 года. Сюда приехал профессор Ленинградской консерватории, вот прослушалась, меня выбрал, сказал, что можно поехать в Ленинград учиться. Вот в Ленинградской консерватории закончила, училась и закончила через 7 лет. Вот работала до 60, пела на сцене, преподавала. Сейчас я работаю в высшей школе музыки, тоже преподаю. До сих пор работаю. В Вилюйском педучилище приехала учительница пения, такая молоденькая русская девушка. И она говорила, а почему с таким голосом ты хочешь идти учителя? Поехала бы, говорит, в Якутске есть музыкальное училище, приезжай туда. Ну вот, и поэтому вот прослушалась и поехала. И получила, что, оказывается, можно. Оказывается, есть голос. В консерватории Мария Евсеевна сначала училась у бывшей солистки Мариинского театра Ольги Афанасьевны Кашеваровой. После ее ухода на заслуженный отдых Марию взяла под свое крыло профессор Наталья Дмитриевна Болотина. Ой, Наталья Дмитриевна – это человек с большой буквы. Во время блокады выступали они, Наталья Дмитриевна, например, пела Лизу и Татьяну. Потом «Октябрь» опера, она выступала. В общем, во многих, и потом в выездных концертах, там действующая армия, они даже ездили и ходили, там блокада же была там рядом, воинская часть. Она мне, можно сказать, была второй мамой. Поставила мой голос, верхние ноты зажатые были, я так замучилась первое время. Она меня освободила, это тоже огромная работа. У нее занимались больше всех, 13 человек в классе было, это очень много. Я потом с ней общалась даже после консерватории, ездила я на 3 месяца на стажировку к ней. Дома мы занимались, она уже была на пенсии, я у нее дома занималась и жила у нее же. Такой добрый человек. Я в 1 классе учился, по-моему, я с отцом и с мамой туда приезжали, в Санкт-Петербург. И приезжали как раз к ее преподавателю. Такая квартира была, ну вот старая, такая питерская, прямо антикварные вещи у нее там. Такая довольно-таки знаменитая женщина была, у нее выпускники, тот же Атлантов, знаменитый певец. И вот мама. И вот она как-то маме подарила вот эту вот настольную лампу. Это вот очень старинная лампа, я даже не знаю какого года. В самом начале карьеры красивая молодая солистка привлекла внимание коллеги, тоже артиста оперы Юрия Местникова. И совсем скоро служебный роман перерос в крепкую семью. Мы в 1971 году поженились. Артисты в то время очень часто ездили на гастроли. И общая работа еще, на гастроли ездишь, и познакомились, и решили жениться. Он потомственный музыкант, можно сказать, отец Тарас Павлович Местников. Он основатель, можно сказать, музыкального театра. Они жили в Якутске, родом Чуростинского района. Я была многодетная мама. Когда я сюда приехала работать, у меня был 4-летний сын Аял. Потом у меня родного брата дочка. Это я. Вот она, я ее с 5 лет воспитываю. С 5 лет она мне дочкой приходится. Вот, и получилось, что у меня 2 детей. Я взяла и вышла замуж. С 2 детьми. С 2 детьми. Жили очень хорошо, счастливо. У меня сын сам выбрал отца, папу. Сказал, я хочу, чтобы дядя Юра стал моим папой. И жили мы очень хорошо 25 лет. Вместе, счастливо. Дети росли. Вот, а сейчас у нас внуки. Он был очень музыкальным, очень человеком деятельным. Он очень много сделал и для театра, и 50 ролей пел, он участвовал в театральной жизни очень много. Был одно время режиссером, работал, директором работал, года 2, по-моему, или 1. В общем, вот когда мы здесь в школе учились, и вот они репетировали
своей партии с отцом. И вот они тут в голос пели. Мы с сестрой убегали в другую комнату, что очень громко в квартире получается. Постоянно пластинки слушали они вот с ролями, вот спектакли, оперные какие-то пьесы, поэтому довольно-таки музыкальная семья получается. Они частенько уезжали на гастроли, и мы оставались с бабушкой. Бабушка у нас была очень такая бодренькая, несмотря на то, что ей было там, допустим, 70-80 лет. Я помню, что когда мы ездили к ней в деревню, ходили по ягоде, она очень шустро шагала, у нее ноги были в порядке, вообще вот как будто молодая ходила. Ну, самое главное воспитание – это моей мамы. Мама воспитывала, можно сказать. Она мне помогала, чтобы я работала. Она первый раз, когда приехала сюда, я ее привезла сюда. Первое время, как раз у меня перед спектаклем, я точно не помню, что я пела там, но я так волновалась, все, я вздыхала, ходила туда-сюда, даже не кушала, ничего, вот волновалась, и мама смотрит, потом вдруг говорит: трубку гаганулетанул баканы. Зачем надо было столько учиться, чтобы так мучиться? Ну, а потом она поняла, конечно. Она ходила у нас в театре, бывала. Она вообще интересовалась очень. У нее был красивый, очень хороший голос, но она никогда нам не давала слушать. Но однажды вдруг по радио была такая певица, колоратурная сопрано. Вот она спела, и вдруг высокую ноту она так тянет, и вдруг мама за ней. И мы с Юрием так хохотали, говорит: ничего себе, такой голосище, а ты, говорит, прятала от нас. Вот она говорит, когда в детстве она пела, и родители запрещали раньше, говорили: ты что? Говорит, дух леса, дух ласа пугаешь, нельзя, грех, кричать нельзя. Там же раньше мы в деревне жили, так что все эти поверья остались, даже у нас в душе осталось, а маме-то, конечно, само собой разумеется. Мама, правда, она воспитывала, мы на гастроль поедем, месяцами пропадали, а бабушка их и кормила, поила. Школу отправляла. Встречала. Бабушка наша была на все руки мастер, она умела шить очень хорошо. Первые унты, которые я одела, она шила сама мне. Вот это я очень хорошо помню. Я помню, что она всегда мне шила красивые шапки. У меня были самые красивые воротники. Когда я в школе училась, была очень модная по тогдашним временам. Очень теплые варежки шила. Потом, значит, она заставляла надевать стеганые вот эти вот штаны. Раньше же вообще ничего не было. И вот она вот шила, и вот доставляла. Вот как не хотелось нам, вот я уже постарше стала, уже не хотела эти одевать. Хотелось, чтобы было там все красиво, облегало. Всегда же так, когда, уже хочется покрасивше одеться, мода. Но я вот до сих пор помню, что вот такие были штаны, которые шила наша бабушка своими теплыми руками. Каждый раз из детства я вспоминаю, домик был в деревне, и вот мы ездили к ней постоянно. И нас любили очень деревенские дети. Как мы приедем с братом, все, до приезда нашего у нее во дворе, цветет такой зеленый ковер из трав. И когда, значит, мы приезжали, вот этой траве уже приходил конец. То есть все вытаптывали, там уже земля была голая. Но у нас во дворе всегда было очень много народу, то есть детей, ребят. Купались от зари до зари, сколько хотели, с синими губами приходили. Помню, что бабушка нам пекла ладушки все время. Кёчах делала, я помню, как стихи какие-то я прочитала, написала женщина. И вот она пишет, что я просыпаюсь утром рано, лето, и слышу, как бабушка крутит кёчах, и при этом вот у нее поступает вот эти кольцо об черенок этой. И вот у меня тоже самые воспоминания остались. Очень бодренькая была, до 90 лет она тут нам даже на кухне постоянно, вот кто бы ни приходил, очень гостеприимная была. То есть она учила нас гостеприимству, учила нас готовить потихоньку. Конечно, она не говорила, там вот надо это сделать, то сделать, но она вот потихоньку, свойственной ей мудрости учила нас, как это все делать, все это постигать, за что мы очень благодарны нашей бабушке. Первый же год работы в театре Мария Евсеевна, обладательница лирико-драматического сопрано, исполнила Татьяну в «Евгении Онегине», потом Лизу в «Пиковой даме». И это было только началом большого творческого пути.
Вообще, вот это вот искусство очень неблагодарный труд, я хочу сказать. Допустим, вот посторонние люди, они думают, вот артисты, они что там на сцене, там поют, пляшут, за это как бы деньги получают. Ну что там, почему бы не поплясать, почему бы не попеть. На самом деле это очень емкий, кропотливый и очень такой вот, ну, скажем, трудозатратный вот эта профессия. Еще и надо жертвовать как бы своей семейной жизнью. Потому что в основном, если ты посвящаешь себя искусству, значит, до свидания, кухня, до свидания, там, уютный дом, скажем так. В общем, эти люди, фанатики, они с утра до вечера, они в театре. Вот они творят, творят, творят. Это очень тяжелый труд. Ну, раньше у нас, конечно, была мизерная зарплата. У нас даже бывало одно время, что даже не на что купить хлеба. И, несмотря на это, у нас дом был полон гостей. Ну, чем мы да. кормили, не знаю. И все даже удивлялись. Говорят, ой, как мы много приходили, а чем вы нас кормили? Ну, почему-то все приходили, ночевали, сидели, поели. Ну, нормально было. Сейчас, возможно, не готовит, но раньше она готовила, оладьи делала, что-то, лепешки, суп, коровье, все она делала. Помню у плиты, помню, как посуду мыла, там бывали такие случаи, там с отцом что-нибудь в шутку как-то переругивались, там были смешные моменты у них. Ну, незабываемые ее оладушки, они очень вкусные. Обычно в одно время вот молозиво отправляют вот из деревни, да, вот коровьи. Не молоко, а вот молозиво. И вот из этого молозива она делала оладушки очень-очень вкусные. И ее незабываемые вафли якутские в формочках. Она стояла у плиты всегда, готовила. Годы детства пролетели как одно мгновение. Родители своим примером научили детей главному – быть хорошими людьми. Семья – это помощь друг другу. Надо быть, естественно, терпимее друг к другу, уступать друг другу в чем-то, допустим, какой-то если вопрос. Потом нас родители учили, чтобы мы были всегда честными. Вот это самое главное. Ну, мы же дети, вот, как, скажем так, предкоммунизма или социализма, поэтому я думаю, что тогда вот было во многих семьях такое. Уважение, да, уважение старшим. друг к другу, старшим. Не было такого, чтобы там, ну, всегда вот, ну, если человек пожилой, значит, надо в первую очередь его уважать. Ну, и себя в обиду не давать, естественно. Ну, такое тоже было. Ну, Вот. что еще? Что еще? Что вы нам говорили еще? Вот и все. Ну, вот тут прямо насколько-то и не скажешь много чего. А так привили-то только хорошее, ничего такого плохого никогда вот не помню я. Я просто знала, что в своем доме я всегда найду поддержку, понимание, и поэтому я никогда не боялась. Сестра у меня, она как бы, ну, считается не родная, но для меня, наверное, роднее нету, потому что я, сколько себя помню, она постоянно со мной рядом. То есть я, когда родился, она уже воспитывалась тоже у бабушки. Это значит, я с детства, вот со старшей сестрой, со своей, с Гульнарой, вот постоянно вместе. Сестра осталась мамой, и вот она за ней следит. Огромное спасибо ей за это. Ну, мы постоянно встречаемся, приезжаем. Что-то нужно бывает, помогаем постоянно. Вообще семья должна быть сплоченной, семья должна быть дружная. Я даже не понимаю, как это можно там отказаться от детей. В смысле, надо одного ребенка или не надо детей, некоторые говорят. А вот у меня студентки даже, когда учились, они рожали, они никогда ничего не теряли, там заканчивали учебу с ребеночком на руках, и нормально они живут, они нормально работают. И вот это очень дружная семья. Они должны друг другу помогать. Семья, это, мне кажется, это самое, что на есть нужная организация, семейная жизнь. И традиционно мы очень любим с семьей собираться вот на каждые праздники. Дни рождения, там, особенно Новый год, 8 марта, 23 февраля, все-все-все праздники. 1 мая, после демонстрации, вот я всегда парад оттуда, да, вот до площади Дружбы, и я всегда захожу. Обязательно. В Новый год постоянно в основном сюда приезжаем к маме. Один раз, по-моему, приезжали к нам. Праздники стараемся всегда отмечать вместе. На дни рождения к нам туда приезжает, конечно. И маме на день рождения мы всегда стараемся встречать на даче. У нее 5 июня день рождения. Когда моложе она была очень такая дачница.
Она очень любит возиться с землей. Раньше она огурцы, помидоры сажала, да? Теплицы у нее были, я ей вот помогала. Но вот сейчас она больше как бы к теплицам не очень, но она очень любит цветы. Вот, поэтому каждое лето мы вот из города перевозим домашние цветы комнатные и пересаживаем в другие горшки для того, чтобы украсить дачный участок. А осенью, наоборот, в августе мы собираем эти цветы и обратно домой. Ну, с землей как-то у нее вот как-то бережно, она когда даже разговаривает, с цветами разговаривает, даже вот пересаживает и вот говорит, вот, расти там. Никто из детей и внуков Марии Евсеевны не выступают на сцене, но все же театральная династия продолжается. У сына хороший слух, он играл на гитаре, пел, но он на людях не выходил ни разу. Не хочет. У него тоже хороший слух тоже. И она только про себя поет. Она не втихаря, тайно поет. Нет, они не хотят, не хотели. А внуки тоже инструменты не подходят, не хотят. Тем не менее, я проработала в театре очень много лет. Вот, я работала в театре оперы и балета где-то порядка 9 лет художником. Потом я перешла в театр, цехотеатр, я работала в администрации театра. Сейчас в данное время у меня совсем как бы другой профиль работы. Спортом занимался, там баскетбол, бокс, футбол, постоянно на улице хотелось, в хоккей играли, на каток ходили, бегали, на улице играли в хоккей, прямо во дворе там играли, поэтому ну, как-то в игры в основном ударился. Династия у нас Местниковых. Дед был основатель музыкального театра, один из основателей музыкального театра у нас в республике. Отец работал солистом оперы, потом режиссером там же работал. Мама у меня всю жизнь проработала там, тогда был музыкальный театр, потом театр оперы и балета. Ну и я с 18 лет, тоже в 83 году меня отец туда привел, и я тоже там работал больше 30 лет. Сначала как простой осветитель пришел, потом постепенно, года через 3-4 я уже стал художником по свету. Еще звук на мне был, то есть я был начальник цеха, как у нас назывался, вот даже не вспомню уже, как аббревиатура. Да, звук, свет, все было ну, под моим управлением. С женой познакомился тоже там же в театре. Она у меня балерина, заслуженная артистка России, Республики Саха, лауреат премии Юнского, Абрамова Оксана. Марии Евсеевной мы, как творческие люди, очень близки по духу, да? Но все-таки мы разные люди, потому что она по характеру она нежная, спокойная. А я очень эмоциональный человек. Я очень бодрый, я очень такой смелый, в общем, живчик. Я когда окончила Новосибирское государственное хореографическое училище, я выпустилась в 1986 году, приехала, поступила работать, а они уже были звездами. Юрий Тарасович, Мария Евсеевна. И вот мне очень тронула вот ее партия «Чо-Чо-Сан». Тоже я там наревелась, наплакалась. Но мне очень нравится музыка, мне очень нравится пение. Я когда поступила там в Новосибирске, нас водили на оперу, маленьких детишек, да. Я ничего не понимала, ни одного слова, но вот, а музыка меня вот трогала всегда. А потом уже, когда уже повзрослела, уже на старших курсах, когда я была, вот мы ходили на оперу тоже. Очень даже нравилось. И самой мне петь нравится. И мы даже с Марией Евсеевной занимались. Она мне тут голос ставила. Как-то на Новый год я подготовила с ней песня или романс, наверное, да, «Пряха». И вот мы с ней очень долго готовились, разучивали эту песню. Я потом спела у себя в школе в балетной на новогоднем вечере. У меня старшая дочь в Калининграде живет. Она окончила здесь институт иностранных языков.
немецкий язык изучала. У нее сейчас своя семья, тоже дочка. В этом году она в школу пошла, 7 лет. Старший сын, вот наш с Оксаной сын, он раньше со мной вместе работал в театре звукооператором, звукорежиссером. Сейчас он работает в театре эстрады, он художник по свету, тоже начальник цеха свет, звук тоже на нем. Старшему внуку вот в сентябре 5 исполнилось, а внучке годик только, вот тоже сентябрьская она. Младший сын вот сейчас работает в водоканале. Мы же в одно время все вместе жили здесь, вот в этой квартире. И у нас здесь младший сын родился. И она очень помогала, она прямо холила, лелеяла за внуком, прямо так присматривала. Тогда Юрия Тарасовича уже не было. Я говорю, вот Юрочка маленький лежит в кроватке и разговаривает, как будто вот люстра там висит, да, и вот с этой люстрой разговаривает. Я прихожу, говорю, Мария Евсеевна, Юра, говорю, разговаривает с кем-то там, с люстрой, говорю, разговаривает. А Мария Евсеевна говорит, ну, наверное, это дедушка Юрий Тарасович. Сверху смотрит, и вот он с ним как будто бы разговаривает. Ну, мне в ней нравится то, что она очень участливая, заботливая мама. Даже вот сын, он уже, ну, мой супруг, да, он же взрослый человек, и она все чичахым, ну вот, как ты там? Все время вот разговариваем по телефону, и она все спрашивает, как Аяльчик там, как мой сын, огом хайдай, вот. Ну и, естественно, она очень поддерживает нас. Она, если что-то случится, она переживает, очень волнуется. Она никогда не ругается, она очень тактична, всегда подбадривающе как-то. И сына тоже никогда не ругает, меня тоже никогда не ругает. Внуков тем более не ругает. Она ими восхищается, она ими гордится. Прям вот Юра, Юра, Юра. Юра все, Юра сейчас с бабушкой. И по больницам, по поликлиникам. Вот она рассказывает, говорит, вот мы с Юрой, Юра в поликлинику меня возил. Все такие, ой, какой внук хороший, мне бы такого внука. Завидует. Она как бы добрый человек, я стараюсь как бы на нее быть похожа. У меня есть старший брат, но воспитывался я у бабушки. А мой старший брат у другой, по матери. Ездили в разные города, деревни, в Нюрбу ездили, в Москву, все, что я помню. Бабушка – это бабушка, наверное, как друг. Она добрая, веселая, но я не застал то время, когда она пела. Я застал только тогда, ну, когда осознал, ну, возраст, когда осознаешь то, что видишь. Она преподавала только. Тут мелкий ходил и видел то, что студенты приходили в ее кабинет и учились. Учеников много. У меня девочки, мальчики работают в ансамбле Тоймада. Есть заслуженные артисты. У меня училась Лина Акимова, Аида Иванова. Вот они заслуженные артисты. Отличника культуры там у меня много. Николай Робик в прошлом году выпустился. Еще Щадрин Андрей. Вот. И Туяра Попова, она тоже работает в Фимаде. И в театре, в хоре многое выпускников. Ага. Наш ансамбль работу начал уже с 1987 года. А она пришла к нам где-то после 90-х репетитором. Вот с тех пор мы с нею очень хорошо связь держим, уже дружим, как говорится, да. Она очень хороший педагог, с большой буквы. Аида Иванова, Светлана Лаврова, она училась у Нины Чигиревой. Мы втроем, и я, вот работали и учились. Уроки очень насыщенные бывают, очень в таком светлом тоне. Ага. И она всегда относилась к нам как мать. Ну, добрый человек, очень добрый, отзывчивая. До наших дней мы очень хорошую связь держим с ней. На праздники поздравляем,
На дне рождения мы собираемся, у нее традиция чаепития бывает. Переняла от нее очень большой опыт. Я являюсь артисткой, да, ансамбля. Здесь я работаю репетитором. И еще у меня есть самодеятельный ансамбль. Уже вот в этом году уже 12 год у нас работаем, тоже поем. Я использую метод ее обучения, работу, вот ее распевки, работу над произведением, над текстом, над артикуляцией. Вот очень хороший опыт у меня от нее передался. Я очень удивляюсь. До сих пор ее голос звучит свежо, как и прежде. Удивляюсь. И дыхание есть, и такой полетность, и тембр сохранился очень светлый, такой яркий тембр. Вот это удивляет. Поражаюсь я до сих пор. Вот я от всей души благодарна. Мария Евсеевна следит за развитием оперного искусства, ходит на все премьеры. Сегодняшние в оперном театре прекрасно у нас, прекрасные певцы у нас, режиссеры, дирижеры. Работа кипит. Иногда я бываю, конечно, мне трудно уже выбираться туда на спектакль каждый раз. Я слышу, вот недавно я была в юбилейном спектакле, даже оперетту ставят, Сильва. Все наши ребята молодые, там и хор, так звучало прекрасно, играют они живут в этом спектакле, это прекрасно. Самый главный вклад в развитие оперного искусства Якутии Марии Евсеевны и коллег ее поколения – это создание большого репертуара русской и зарубежной оперы на сцене Якутского театра. А для родных она остается по-прежнему просто любимой мамой, бабушкой и уже прабабушкой.